Работа очень сложная, тяжелая, тем более много вопросов, которые нужно поднимать. Смена должностей. Юнузбек Евкуров подписал документ о кадровых назначениях в правительстве и администрации главы. Раньше, чем приступать к строительству какого-либо объекта, должна быть разрешительная техническая документация. Осторожно, под напряжением. Энергетики провели рейдовые проверки линий электропередач в Назрановском районе. 180 на 90 у вас давление. Какие вы лекарства пьете? Акция врачей в помощь больным. В аэропорту Магаз медики развернули мобильный пункт приема пациентов. Журналистика – это очень важная вещь, ее еще называют четвертой властью. Возможность посмотреть телевидение изнутри. Сегодня наш телеканал принимал юных гостей. Это хороший толчок для развития спорта. Новый зал для новых побед. Воспитанники бойцовского клуба «Эрзи» празднуют новоселье. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии Юнузбек Евкуров сегодня подписал документы о новых назначениях в правительстве региона и в администрации главы республики. В частности, Муслим Яндиев, который занимал должность руководителя по внутренней политике администрации главы Ингушетии, назначен министром по внешним связям, национальной политики, печати и информации Республики Ингушетия. Улан Евлоев, возглавлявший это министерство до сегодняшнего дня, в дальнейшем будет заниматься межнациональной политикой и религиозными вопросами уже в должности помощника советника главы региона. Юнузбек Евкуров обозначил назначенцам направления, в которых они в дальнейшем будут работать, и поставил первоочередные задачи. Работа очень сложная, тяжелая, тем более много вопросов, которые нужно поднимать. Ну, во-первых, продолжить дело, которое уже там вел его Улан. Многое сделано. Закрепить это, во-первых. Ну и, конечно, нарастить потенциал, который там есть. Можно еще много сделать. Понятно, да? Особо обращаю внимание тесное взаимодействие с коллегами Северо-Кавказского федерального округа, и особенно это нашей братской Чеченской республики и с коллегой Северной Осетии. Вопросы, связанные с межнациональных отношений в этих двух регионах, они должны быть на особом контроле у тебя лично. Поэтому здесь буквально там в течение недели после вступления в должность созвониться, проехать к своим коллегам, сперва в Чеченскую республику, потом в Северную Осетию, обсудить все эти вопросы, проговорить, обменяться контактами, ну и наладить там ежеквартальное общение между собой на фоне совещательного или другого органа. Поздравляю с этим назначением вас, ну и вас там назначаю на должность помощника советника. Желаю успехов в работе, чтобы от вас была польза на этих направлениях, чтобы еще больше пользы было, чтобы вы там уже задачи выполняли. Об итогах проведения в Ингушетии праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, говорили на встрече главы Ингушетии с руководителем аппарата правительства Мадиной Гойговой и секретарем Совбеза Республики Ахмедом Дзейтовым. Так, правоохранительные органы Ингушетии приняли должные меры безопасности во время майских праздников. По данным республиканского МВД, 9 мая в республике не зафиксированы какие-либо нарушения. Мадина Гойгова доложила, что праздничные мероприятия прошли согласно утвержденному плану. В них приняли участие более 15 тысяч человек. В этот период было организовано дежурство в аппарате правительства и в администрациях муниципальных образований. Туда стекалась информация от жителей республики о перебоях в подаче электроэнергии и в водоснабжении. Все вопросы решались по мере поступления. Глава Ингушетии положительно оценил работу всех задействованных ведомств в организации и проведении праздничных мероприятий. При этом он также поручил установить ответственных лиц, по вине которых во время праздников возникли проблемные ситуации в системе ЖКХ.
В Народном собрании республики прошло заседание Комитета по экономической политике. На повестке стоял вопрос, связанный с подачей воды. С наступлением летнего периода проблема обостряется, и жители сразу нескольких районов сталкиваются с проблемами с водой или и вовсе остаются без нее. Говоря об этом, заместитель председателя регионального парламента отметил, что в этом году нужно сделать все необходимое, чтобы избежать жалоб. Уже сейчас нужно предпринимать необходимые меры. Большая просьба по действующему парламенту действующего. Давай документы, давай основания, мы будем со своей стороны продвигать. Естественно, Юрий обязательно это будет делать. Юрий, да, обязательно это будет делать, потому что его люди, он этим заинтересован. Точно так же, как и мы все. Огромная просьба, проблему, что делать. На встречу пригласили руководителя Ингуш-водоканала и главу Малгобекского района, который со своей стороны попросил руководство водоканала ставить людей заранее в известность, когда отключают воду. А в случае прорыва также сообщать о предпринимаемых мерах, чтобы население знало, власти не бездействуют. Хотелось бы услышать худдацкий и худдац, или проблема прогноз я муслимцев, примерно чтобы мы заранее как-то подготовились к этому. То, что я сейчас изложил, и то, что вам документально представлю, что нам необходимо сетями сделать, это я не проектом смертным вам сделал, это будет сделано, что отрезок посчитанный, резкий, берег бог фадидезиан, потом проект есть все, я это представлю. Но это будет долго. Там отцов тысяча акции, я не могу ждать, пока они сети приведут. Воду как подавали мы в нормальном режиме, если мне электричество, опять я повторяю, электричество просто так МРСК не отключает. Там тоже свои проблемы есть, как и в Газпроме есть. Не отключаете, я бесперебойно водой снабжать буду при любой температуре. Глава республики Юнусбек Евкуров осмотрел место предполагаемого строительства парка «Россия. Моя история». Согласно плану, возведение музейного комплекса намечено на участке площадью в 2 гектара, расположенном справа от площади Алания. Прилегающая к нему территория отведена под строительство аллеи героев. Юнусбек Евкуров поручил ответственным за создание музея лицам изучить опыт регионов, в которых парки уже функционируют, а также предусмотреть обеспечение полного комплекса объектов инженерной инфраструктуры. Глава региона также проинспектировал сегодня возводимые для нужд Ингушского государственного университета объекты, бассейн и новый корпус университета. Новый бассейн открывается уже этим летом. Шестиполосная чаша находится на 1-м этаже строения. Второй же отведен под залы для занятий на тренажерах, групповых и секционных тренировок, массажных и медицинских кабинетов и другие помещения. Что касается нового корпуса университета, это 3-блочное здание, состоящее из 2 6-этажных крыльев и 9-этажной центральной части. Площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. Возводится в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Ожидается, что студентов университетский корпус примет до наступления 2020 года. Пренебрежение элементарными правилами безопасности, строительство домов и торговых павильонов рядом с линиями электропередач стали поводом для рейдовых проверок сотрудников МРСК «Ингушэнерго». Нарушения охранных зон, как правило, могут привести к несчастным случаям, как это уже случилось недавно в Назране. О ходе проверки расскажет Микаил Тангиев. Первым делом сотрудники МРСК «Ингушэнерго» посетили зону линии электропередач, которая находится на пересечении улиц Чахкиева и Базоркина, рядом с рынком «Фабрика». Не имея соответствующего разрешения, неким частным лицом здесь была начата стройка объекта, практически прямо под электропроводами. Охранная зона предполагает запрет возведения каких-либо сооружений в радиусе 20 метров. Линия 110 киловольт, которая непосредственно располагается здесь, она двухцепная, значит, на одних опорах располагается 2 цепи, значит. То есть 2 линии 110 киловольт на одних опорах. Мы неоднократно писали письма во все надзорные органы Республики Ингушетия, значит, делали обращение к данному хозяину объекта. Но, как видно, хозяин этого объекта пренебрег элементарными нормами безопасности. К тому же у сотрудника возникает вопрос, законным ли путем было начато строительство. Раньше, чем приступать к строительству какого-либо объекта, должна быть разрешительная техническая документация, согласована со всеми ресурсоснабжающими организациями на территории Республики Ингушетия.
А это кадры с камеры видеонаблюдения, на которого запечатлен несчастный случай, произошедший 10 дней назад на улице Чеченская, города Назрань. Двое работников подрядной организации во время проведения кровельных работ соприкоснулись с линией электропередач. На помощь пострадавшим пришел коллега, который также получил удар током. Все трое были доставлены в отделение скорой специализированной медицинской помощи при ИРКБ. Врачам удалось спасти только одного из них. Причина, по которому все это произошло, это нарушение охранной зоны. Надо было хотя бы отойти от крайнего провода, когда строился этот объект, также отойти от этого крайнего провода хотя бы метров 4. Это называется охранная зона, которую они нарушили. Вследствие чего то и произошло, убило 2 человек. В свою очередь, сотрудники МРСК «Ингушэнерго» регулярно делают предписания хозяевам объектов, обращаются в вышестоящие инстанции и делают все возможное, чтобы предотвратить нарушение охранных зон линии электропередач и чтобы впредь несчастные случаи подобного рода больше не повторялись. Микаил Тенгиев, Адам Далаков, Новости 24. В период с 10 по 12 мая этого года в Казани проходит 10-й международный экономический саммит «Россия. Исламский мир. Казань-саммит». В состав делегации от Республики Ингушетия входят председатель правительства Руслан Гагиев и министр экономического развития Умалат Таршхоев. Саммит является главной площадкой экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации и стран исламского мира. На его основе действует ведущая международная платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов, презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала, налаживания деловых контактов. В 2017 году участниками мероприятия стали более 2600 представителей органов государственной власти, парламентов, международных организаций, посольств, финансовых институтов, инвесторов и бизнесменов из 53 стран мира, а также 250 сотрудников СМИ. Ингушский спортсмен Магомед Гагиев завоевал серебро в чемпионате Европы по олимпийскому виду спорта тэквондо весовой категории до 54 килограммов. В финальной схватке Магомеду противостоял спортсмен из Испании. Магомед уверенно выиграл первый раунд со счетом 5-0, но удержать преимущество в течение всех 3 раундов не смог. Это уже второй успешный результат Магомеда в этом году после победы в чемпионате России. На пути к завоеванию серебряной медали спортсмен взял верх над тэквондистом из Великобритании. Затем уверенно победил над украинцем, итальянцем и турком. Зарегистрировать транспортное средство или получить водительское удостоверение стало проще и удобнее. Благодаря единому порталу госуслуг теперь автолюбителям нет необходимости стоять подолгу в очереди. Они могут, сидя дома, через интернет записаться на прием, к тому же получить за это скидку. Подробности у нашего корреспондента. Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений – это и есть основные направления деятельности МРЭО ГИБДД. Сейчас воспользоваться этими услугами можно при помощи онлайн-записи. Водителям больше не надо стоять в очереди, им достаточно просто пройти регистрацию на сайте госуслуги.ру. Для этого необходимо заполнить анкету и дождаться подтверждения, и только после этого можно записаться на прием. К примеру, заядливый автолюбитель Никита Базгиев считает, что такое новшество позволяет значительно сэкономить время. За 15-20 минут я машину переоформил. И без всяких проблем. Очень удобно и хорошо. И всем рекомендую это делать через интернет-портал. И очередь не надо, ничего не надо. 9 часов 15 минут записались. 9 часов 15 минут уже вас уже там вызывает. Подходите, отдаете все документации. Полчаса дело, и машина оформлена. 30% скидка на оплату госпошлины услуги ГИБДД – один из плюсов электронных заявок. Она предоставляется физическим лицам только в случае подачи заявления и оплаты госпошлины с использованием единого портала государственных услуг. Также с этого года граждане, которые обращаются в МРЭО в порядке живой очереди, имея при себе СНИЛС, могут зарегистрироваться на портале госуслуг. Находясь дома и приняв решение получить или поменять водительское удостоверение, также зарегистрировать, провести какое-нибудь регистрационное действие с транспортным средством, можно, имея регистрацию или зарегистрировавшись на портале госуслуг, записаться на определенное время, заполнить заявление уже в электронном виде, которое здесь у нас автоматически будет в МРЭО высвечиваться. И подойти к этому времени
без всякой очереди, без всякого ожидания получить государственную услугу. Зарегистрировавшись на портале госуслуг, заявитель может прийти в МРЭО в удобное для него время. Действовать по старинке, отстояв несколько часов в очереди или записаться на прием через сайт – личное дело каждого. Лариса Аздоева, Ахмед Горбаков, Новости 24. В аэропорту Магас развернулся медицинский мобильный пункт. В рамках Всемирного дня борьбы с гипертонией врачи эндокринологического диспансера провели акцию. Пассажирам перед полетом предложили измерить давление и рассказали о мерах профилактики. Жаридат Халухоева расскажет. 180 на 90 у вас давление. Какие вы лекарства пьете? То, что вы разные пьете, это нехорошо. Нехорошо. Просто это вы же знаете, что риск инсульта, инфаркта. Это не просто высокое давление. Такое состояние медики называют гипертоническим кризисом. Человек чувствует только легкую головную боль, но в организме происходит настоящая сосудистая катастрофа. Стенки артерий, как струны, напрягаясь до предела, пытаются сдержать сильный напор крови. В такой ситуации страдают почки, глаза, сердце, но больше всего головной мозг. Если сосуд разорвется, последствия могут быть критическими. Тем более, если состояние это сопровождается периодическими химиотерапиями, как у этой пациентки. Вас беспокоит давление? У меня после химии повышается. Да. Смотрите, а что вы пьете, чтобы снизить давление? От давления антипал. Ни в коем случае нельзя принимать антипал. Надо встать на учет, к нам в кардиологический диспансер, в Магас приходите, мы вас поставим на учет. Вы вредите себе. Медики называют гипертоническую болезнь тихим убийцей. Высокое давление нельзя почувствовать, оно не болит. Симптомы появляются, когда сосуды или органы уже повреждены. У Алхазура Бадаева, например, помимо скачущего давления наблюдается и избыток веса. Риск стать гипертоником для него высок. Как и сегодня, мужчине приходится часто летать, и перелеты не всегда бывают легкими. Поэтому перед посадкой в самолет он тоже решил провериться. Когда уже прилетел, так уже чувствуется. Да, я прямо, если честно сказать, я сейчас подумал, что у меня поднимается она. Что-то у меня здесь начало болеть, думал, что поднимается. Но, видать, все нормально. Диету вы соблюдаете? Диету соблюдаете? Не соблюдаете. Вы знаете, что у вас очень большой риск, излишний вес. Я знаю. И вы принимаете препарат, который не оказывает лечебное действие. Поэтому вам надо обязательно встать на учет, принимать препараты, те препараты, которые будут вам в пользу. Чуть повышенный я сюда для верности проверьте, проверьте, я чуть повышенный у меня действительно. Таблетки у меня в машине есть. И действительно, если вовремя не начать лечение, болезнь будет только прогрессировать, постепенно изнашивая сердце. Чтобы предотвратить развитие артериальной гипертензии, стоит задуматься о ее причинах. Несбалансированное питание, сахарный диабет, лишний вес, малоподвижный образ жизни или даже стресс. Для профилактики болезни необходимо отказаться от вредных привычек. Артериальная гипертония может привести к таким серьезным заболеваниям, как острое нарушение мозгового кровообращения, острое нарушение коронарного кровообращения, то есть привести к инсульту, к инфаркту миокарда, а также к тромбозу периферических сосудов. Очень много заболеваний, так ретинопатия. На ранних этапах мы можем снизить давление и помочь человеку, изменив образ жизни и изменив модифицируемые факторы риска артериальной гипертонии. На это сегодня и направлена наша акция. Мы выявляем на раннем этапе, то есть проводим первичную профилактику артериальной гипертонии. Впрочем, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ингушетии ведется активно. В республике часто проходят массовые мероприятия по выявлению и профилактике больных с повышенным артериальным давлением. А врачи тем временем не перестают напоминать, что относиться к собственному здоровью стоит бережно и внимательно. Ведь своевременная диагностика действительно поможет вам предотвратить риск развития очень серьезных заболеваний. Жаридат Халухоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. Сегодня исполняется 168 лет со дня рождения ингушского просветителя, общественного деятеля и автора научных трудов по истории, этнографии и фольклору ингушского народа Чаха Ахриева. К его научным работам обращались видные ученые-кавказоведы, археологи и этнографы. Известно, что Чах Ахриев общался со старейшинами, жившими в горных селах Ингушетии. Это были люди, которые помнили эпоху XVIII века и рассказы своих дальних предшественников. Ему удалось зафиксировать время уходящего древнего периода языческой культуры, когда менялись религиозные взгляды и утверждался ислам.
Огромное этнографическое наследие ученого является основой для дальнейшего изучения истории и традиций ингушей. Имя Чаха Ахриева носит Ингушский научно-исследовательский институт. А в 2005 году просветитель был посмертно награжден орденом Ингушетии за заслуги. Далее короткая реклама, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Возможность посмотреть телевидение изнутри. Сегодня наш телеканал принимал юных гостей. Новый зал для новых побед. Воспитанники бойцовского клуба «Эрзи» празднуют новоселье. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Вико, пить, наследника родить. Поздравляю, папаша, мальчик у вас. Пей, Вико, живи легко. Эй! Продолжаем выпуск. А вот тему для следующего сюжета нашему корреспонденту подкинули неожиданные гости. Для школьников устроили познавательную экскурсию по НТРК. И в новостной студии побывали, и с главным редактором информационной службы пообщались. Словом, оценили телевизионную кухню изнутри и поделились увиденным с Риной Тичоевой. Несколько памятных селфи и экскурсия в мир больших телевизионных возможностей начинается. Такое количество желающих окунуться в закулисье НТРК Ингушетии еще не видели. И первым, кого ребята засыпали вопросами, спортивный комментатор Амир Цичоев. Можно еще один вопрос? У нас все можно, это же телевидение. Неужели ваши глаза и руки не устают от тяжелой работы? Я думал, ты спросишь про язык. Устают, поэтому мы ночью спим. Впрочем, знали известного Амира, оказывается, не все. Многие подумали, что он монтажер. Но в нашем нелегком деле уметь нужно все. Поэтому спортивный комментатор поделился тем, над каким проектом работает сейчас. Комментировал битву в горах 9 часов. Не устали? Устали. До сих пор. Вот для этого вы и спите. В чем проявился у вас интерес телеведущего? Вообще я в школе играл в КВН. И вот работа с публикой у меня она очень хорошо шла. Собрав море впечатлений, уже от первой встречи школьников накрывает следующая волна 88,8 FM. В национальном радио их встречает ведущий Муса Ужахов, который подробно рассказал о возможностях радищиков, какие программы выходят в эфир, и похвастался чистым звуком. В чем проявился у вас интерес к телеведущему? Ну, журналистика – это очень важная вещь, ее еще называют четвертой властью. Работа журналиста на самом деле огромная. Это очень ответственная работа. Ну, а мне интересна эта работа, потому что я узнаю много интересного от наших гостей, которые часто у нас бывают. Если вы слушаете наше радио на волне 88,8 FM, то вы, наверное, об этом знаете. То есть у нас собираются представители различных министерств и ведомств, бывают интересные творческие личности. Все слушают наше радио? Да. Молодцы. Все эти ребята мечтают стать журналистами. Специально для занятия любимым делом они посещают кружок. Святая святых телевидения Newsroom здесь, и в первой половине дня, как всегда, мало людей. Ведь многие корреспонденты либо на выездах, либо в монтажках работают над выпуском новостей. Главный редактор новостного отдела Муса Чахкиев пойман на месте, поэтому учащиеся пользуются случаем и задают ему вопросы. Это информационный отдел. Ты можешь на работу прийти в 2 часа ночи, можешь на работу прийти. А у нас был один друг наш, Индира его помнит, Ахмед Макеев. Он проехал сопровождать один раз альпинистов в горы. И просто поехал сопровождать. А к нему позвонили и сказали, и ему пришлось альпинистам подниматься в гору, на 3 дня в гору лезть. Такое тоже Знаете, бывает. такое тоже бывает в работе нашей. Но работа интересная, да? Да, но работа очень интересная. очень любим Человек, новости. который хочет связать свою жизнь с журналистикой,
этот человек должен быть очень коммуникабельный, он должен быть всесторонне развитый. Любознательных школьников и их учителей НТРК Ингушетия принимает не в первый раз. Многие уже лично знакомы с журналистами. Я захотела работать на телевидении именно в новостях, потому что один раз у меня взял интервью очень хороший журналист, по моему мнению. Он это сделал очень тактично, интересно, и меня это заворожило. Рина Тичаева. Очень понравилось в новостном отделе. Я понял, как тут очень много работают люди. Ну а далее школьники отправились в редакцию утреннего вещания. Ведущая Мадина Албагачиева знакомит ребят с возможностями отдела. Их работа немного отличается от новостного отдела. Если в Ньюзруме формат новостей разнообразный и должен соответствовать определенной строгости, то отдел утра подает материал в более легком формате, тем самым заряжая зрителей хорошим настроением. Трудно вы считаете свою профессию? Профессия, но она она сложная, но интересная. Иногда бывает сложно, но чаще все-таки интересно. Почему вы выбрали эту профессию? Так получилось, не выбирала, но так получилось. В конце, как правило, самое интересное, поэтому «Сердце ТВ» ее аппаратная, в которой наш режиссер Люба Газикова рассказала о своей работе. Когда ты любишь свою работу, она очень легко тебе дается, и тебе это не тяжело. А есть ли вам было вначале основаться? Если минусы, есть минусы, у тебя нет практически свободного времени, потому что режиссер он не только на работе работает, он работает и дома. А в чем заключается ваша работа? В том, чтобы вы, как зрители, видели красивую картинку, в том, чтобы вам было интересно смотреть наш канал. Студия новостного никого не оставляет равнодушными. В павильоне только что завершилась очередная информационная программа. Мы рассказали и показали учащимся, как здесь все работает. Побывав на ТВ, ребята закрепили мечту стать журналистами и обещали с дипломами на руках сюда вернуться, но уже в качестве коллег, и работать на благо республики. Рина Сычоева, Мухаммед Миржоев, Новости 24. В Магасе состоялось торжественное вручение автоматизированных инвалидных колясок инвалидам первой группы ветеранам боевых действий Ингушетии. Такой подарок им преподнесли в Центральном управлении общественной организации «Ветераны боевых действий России». Вручал их представитель управления по медицинской части Павел Ким. Комитет воинов интернации еще раз поздравляет вас. Берегите, вы нам необходимы и нужны. Огромное вам спасибо. Сотрудники организации посетили всех инвалидов первой группы, проживающих в Ингушетии, чтобы выяснить материальное положение ветеранов боевых действий. В итоге выделено 4 высокотехнологичные коляски, каждая стоимостью 320 тысяч и с запасом хода около 20 километров. Они имеют желание. Активный образ жизни. Активный образ жизни предполагает собой выйти на улицу, проехаться везде. Вот это активный образ жизни хотим вести, смогли бы вы нам предоставить такие коляски. И по их предложению мы подали их документы в вышестоящую организацию, правление нашей организации в Москву. И вот сегодня они выделили нам 4 коляски, обещали еще 4. Но мы будем не только коляски предоставлять, мы будем помогать еще и материально, насколько это будет возможно. Чтобы выросло деревце большое-пребольшое. На участке более 20 гектаров сотрудники КФХ Кантышева планируют высадить несколько тысяч саженцев ореха. Выбор аграриев пал на редкий сорт под названием Чендлер. В посадке турецкого ореха следует придерживаться определенных правил. Дана Плива расскажет. Ровно 6 тысяч саженцев на 10 гектарах земли. Этот объемный масштаб работы был начат еще 2 недели назад, но сейчас посадка близится к завершению. 1500 гадаю адина адах трогезга долчана ха но яхса госа гештолчана ха тишика свободно дай вашта доктор атаханет дай за 600 гае за аппарат дай 600. Этот редкий сорт ореха называется Чендлер, и в Ингушетии его сажают впервые. Саженцы привезли из Турции 2 недели назад, и работники КФХ сразу же приступили к посадке. И как отмечает руководитель крестьянского фермерского хозяйства Исрапил Яндиев, через пару лет здесь появится ореховый сад.
Саженцы Чендлера бывают двух сортов – стандартного и интенсивного. Второй сорт, который здесь сажают, намного лучше. С каждым годом этот орех будет увеличивать свою урожайность, при этом не меняя размера площади. По технике посадки саженцы турецкого ореха делятся на два вида – мужские и женские. Мужские опыляют женские, потому на каждые 50 штук нужно 2 опыляющих. Схему посадки деревьев рабочим определил Магомед Аздоев, руководитель соседнего КФХ. Она составляет 650 штук на 1 гектар. Удивительный орех. Я, правда, сам видел только на картинках и фильмах. Дерево достигает высотой 3-4 метра. Висят, как виноградные лозы. Очень хороший вкусный урожай. Весь участок КФХ составляет 20 гектаров. Кроме саженцев интенсивного сорта Чендлера, здесь уже посадили другие сорта орехов – грецкий и фундук. Эта импровизированная полоса фактически делит огромный участок земли ровно наполовину, где с одной стороны находится сад интенсивного пользования, а с другой стороны – стандартного. Уже через 4 года эти деревья дадут первые плоды, и, как отмечают сами руководители КФХ, уже в следующем году они смогут выращивать сорта Чендлера сами. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Малгобек вошел в топ-10 малых городов воинской славы для путешествий на праздники. Рейтинг представлен по результатам анализа популярности городов у туристов. В него вошли города, которым присвоено почетное звание «Город воинской славы» с населением до 100 тысяч человек. В прошлом году население Малгобека составило 37 тысяч. Основные направления развития военно-патриотического туризма в республике связаны именно с Малгобеком. Для туристов проводятся регулярные экскурсии по местам боевой славы. Маршрут охватывает 8 памятников и обелисков, установленных в честь воинов-освободителей, которые участвовали в Малгобекской оборонительной операции. Стоит отметить, что защита Малгобека отнесена к 36 наиболее важным стратегическим оборонительным операциям, сыгравших важную роль для защиты грозненских и бакинских нефтепромыслов от захвата врагом. За проявленную храбрость и волю к победе в 2007-м Малгобеку было присвоено звание города воинской славы. В Малгобеке памяти Героя России Ахмеда Акатиева посвятили турнир по футболу. В нем приняли участие футбольные команды со всего района. Соревнования прошли в родном селе Ахмеда Акатиева Инарки. 8 коллективов сыграли по олимпийской системе. Как проходил турнир, расскажет наш корреспондент. Футбольное поле в сельском поселении Инарки, разумеется, уступает по качеству газонам на топовых европейских аренах. Но желание играть и при этом показывать зрелищную игру у ребят, которые собрались здесь, не меньше, чем у профессиональных футболистов. Каждая из 8 заявленных команд пытается забить заветный гол, а при возможности и несколько. Получается не всегда, но азарта это только прибавляет. Ачелуки, Псидах, Инарки, Сагапши и Кескем. В турнире, посвященном памяти Героя России Ахмеда Акатиева, могла принять участие любая команда из Малгобекского района. Примечательно, что именно этот стадион, на котором играют ребята, назван именем героя, в память о котором и проводятся соревнования. Поэтому игроки стараются выкладываться по полной. Иналбек Бузаров футболом увлекся не так давно, всего 3 года назад, но за это время успел стать важным звеном для команды. 23-я школа сельского поселения Сагапши намерена побороться за призовые места. Часто в нашей школе проходили классные турниры, и мне очень захотелось попасть в школьную команду. Мы очень настроены на победу, именно на первое место. Мы пообещали тренеру, что займем первое место именно в этом турнире. Футбол в Малгобекском районе и в частности в сельском поселении Инарки очень популярен. Когда-то здесь была даже своя местная команда, добивавшаяся неплохих результатов на межрегиональных турнирах. И сегодня, глядя на молодых ребят, с азартом перекатывающих мяч по полю, есть надежда, что футбол здесь возродится. Yoluş xan di komanda yoluş di vallahi mek futbol fiç xoş xan Malbeki o Inarki futbol xoş xan озер кегнах истматиге так тахан дион я кегнах от вредных привычек мы их отвлекаем, они сюда приходят каждый вечер, играют. Так мал хажах да хам харца хамаж наркотик кадар 20 у нас очень хорошая воспитанная молодежь. Организатором соревнований выступила администрация Малгобекского района, ну а победители турнира были награждены памятными грамотами и призами. Тамерлан Хамхоев, Индира Манкиева, Берт Кадзоев, Новости 24. Новые условия, новые возможности. Знаменитый бойцовский клуб «Ирди» сменил место дислокации. Спортсмены переехали в новый профессиональный зал для занятий ММА. В нем предусмотрено все для успешных тренировок. Радость новоселья с бойцами разделил и Тамерлан Хамхоев.
Слава о бойцовском клубе РЗИ уже давно распространилась за пределы нашей республики. Еще большую популярность клуб приобрел, когда чемпионский титул в организации M1 Global завоевал Хамзат Долгиев, который занимается в его стенах. Но время не стоит на месте, и организации развиваются. Вот и руководство ММА нашей республики решило, что пора и РЗИ встать на новый путь развития. Новенький зал, оборудованный по последнему слову бойцовской техники. Здесь есть все, чего пожелает душа бойца смешанных единоборств. Все будет именно в этом зале, и это как таковой центр будет. Все бойцовские клубы, которые у нас представлены в республике, там с Сунжи, с Малгобека, с Икажева, с разных регионов, с разных населенных пунктов. Мы хотим, чтобы каждую пятницу все эти клубы собирались и проводили именно в этом зале день спаррингов. К новым вызовам в своей карьере готовятся не только чемпионы. Совсем недавно в рамках битвы в Назране, одержавший зрелищную победу в первом же раунде, Ибрагим Сагов к еще одному поединку, но уже в соседней республике готовился в новом зале. Упорные тренировки дали результат. В Гран-при Беркут Янг Иглс в первом же раунде был повержен техническим нокаутом оппонент Ибрагима. Очередная победа ингушского бойца. В этом результате сдачи бойца победу техническим нокаутом одержал Ибрагим Сагов! В рамках того же турнира в клетку вышел еще один представитель нашей республики. Исмаил Сагов также не оставил шанса своему сопернику, отправив того в глубокий нокаут. Ударом в район головы. И вот здесь начинает буквально разбивать, и все, нокаут. В столице Ингушетии теперь поток желающих заниматься смешанными единоборствами определенно увеличится. Борцовский ковер для отрабатывания навыков борьбы в партере, тренажеры для развития силы и выносливости, ну и, разумеется, профессиональный рейдж. Стоит отметить, что в этом зале также существует практика совместных тренировок с бойцами из других клубов. Идея действительно просто замечательная, что отмечают и сами спортсмены. Как минимум, это хороший толчок для развития спорта, а как мы знаем, развитие спорта, это как минимум, да, то есть, еще раз повторюсь, это отдаляет от всяких вредных привычек. Воспитанник бойцовского клуба РЗИ Хамзат Долгиев новому залу также очень рад. Ему совсем скоро предстоит защищать свой титул. У наших ребят большое будущее, считает Долгиев. Очень важно усердно работать для достижения результата. Все нас знают, там Дагестан, Чечня, там за рубежом нас раньше вообще бойцов не было, и они все постоянно твердят, говорят мне, я-то сам бываю на сборах, вы развиваетесь там огромными шагами, и это для нас, надо нам держаться в том же темпе и двигаться дальше. Нашей республике предстоит принять еще немало турниров по ММА, однако ограничиваться поединками в родных стенах бойцы из Ингушетии точно не собираются. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.